Я тут видел одно видео этого Хоси Юртовского ушлепка, который никак не может найти себе место. Вот. Ну, я это сужу по его физиономии, которая разошлось уже до больших размеров, пухло. Ну, я думаю, что это бессонные ночи, таблетки там, и так далее. Человек нервничает. То есть что-то не получается. Вот. И там пытается кому-то грозить. Он грозит чеченскому батальону имени шейха Мансура, он грозит Киеву, он грозит там Польше. Ну, этот чудик вообще разъехался. Я не знаю, вот просто, наверное, пошутить так или прямо сказать. Ну, найдите кого-то там, чтобы кто-то мог подойти и забрать у него этот телефон, чтобы он больше эти тиктоки не записывал. Вот. А то уже все это смешно, очень даже смешно, при одном даже виде. Вот. Вот это существо, Хоси-Юртовское, трусливое существо, пытается там грозить чеченскому батальону имени шейха Мансура. Я возьму вот это. Но ему много раз говорили прямо, и я уже даже устал это говорить, призывать, там, звать. Но если он хочет что-то сделать, ну хотя бы в жизни, во своей жизни, хоть какой-то мужественный поступок, ну сделай, ну сделай. Ну, ступи ты там на территорию Украины, не записывай там смешные ролики на заправке в Ростове, говоря, что ты в Украине. Я тебя очень хорошо знаю. Вот клянусь Аллахом, я в своей жизни трусливее тебя, Кадыров, никогда не видел. Никогда не видел. Только самое подлое и трусливое существо будет вот так относиться к своему народу, к чеченскому народу. Вот так его пытаться унизить. За интересы этого рогатого существа, твой второй папа, мы тебя уже называем Рамзаном Владимировичем, вот, ты это делаешь ради него. И ради тех денег, которые он тебе дает сегодня, а не ради чего-либо другого. Вот основные причины. Ты пытался очернить, дискредитировать чеченский народ, послав чеченцев в Украину. Да, в первое время, когда началась война в Украине, среди украинцев было много таких, которые не понимали, действительно не понимали, что происходит, и они даже возмущались. И я даже сам получал такие сообщения от своих знакомых, друзей украинцев, которые говорили: да как вы, чеченцы, можете воевать против Украины, ведь Украина никогда не убивала чеченцев. Потом я объясняю вот этим своим друзьям, еще с тех времен, ну, я вместе учился с ними, вот. Что я хочу сказать? Вам это, путинским петухинцам и Путину, не удалось вот так дискредитировать чеченский народ, и не удастся. Сейчас каждый украинец понимает, что чеченский народ против этой войны, что враг чеченского народа – это Путин и вся эта вооруженная банда. И ты, Кадыров, в их числе, как враг чеченского народа, потому что ты даже так не предатель, там, а именно враг. И самое отвратительное существо, которое вот может существовать на этой земле. Вот. И еще раз напомню, что не забывай, кто убил твоего отца,
Вот. Как я говорил раньше, просыпаешься ты утром или ты идешь спать, если ты сейчас засыпаешь. Я не думаю, что ты сейчас засыпаешь, у тебя уже харя вот такая опухла. Вот, не забывай, что твоего пахана убил твой сегодня существующий второй пахан, Путин. Вот. Так что служи там за свои крестики-нолики этому рогатому, но придет день, и он, иншаллах, наступит, и тебе придется ответить за все деяния, которые ты совершил по отношению к чеченцам. За все унижения, за все оскорбления, за убийства, за пытки, за все, что ты сделал. Вот. Этому народу, чеченскому народу. Придет этот день. Я даже вот могу вот представить такую картину. Вот когда этот день придет, а он обязательно придет, тебя убивать не будут. И дай Аллах, чтобы ты долго жил после этого, когда придет этот день. Но еще добавлю, и дай Аллах, чтобы ты испытал именно все, что ты сделал с народом. Вот каждую боль, чтобы ты испытал на себе это. Вот почему ты будешь жить долго, когда этот день придет. А он, иншаллах, придет. Вот. Мне жалко тех людей, которые сегодня вот одурманены, зомбированы на самом деле, которые позволили себе вот своей глупостью даже вот, пойти на вашу уловку, не хватило ума у них, вот, перешли на сторону врага. Враг-то у нас Россия, всегда и была Россия. И сегодня ни один чеченец не имеет права стать, просто не имеет никакого абсолютно права служить этой России, умирать за эту Россию. Вот. И тем более вторгаться на территории других стран, вот, и идти на войну вот так. Чеченцы не имеют на это права. Потому что Россия всегда нас убивала, выселяла. Вот. Что бы вы ни говорили, те, которые служат сегодня Путину, что бы вы там ни говорили, как бы вы ни пытались оправдать себя, у вас это не получится. Потому что, ладно, мы там активисты, но народ-то помнит. Народ никто не сможет обмануть. Он сейчас выжидает, он ждет сейчас. Потому что устал из-за этих двух войн. А ты, безмозглое и противное существо, ты сейчас развязываешь вот эту новую войну. Новую войну. Ты уже ее развязал. Вот. Вот что я хотел тебе сказать, ну, напомнить. Продолжай снимать свои тиктоки, а мы будем смеяться, там улыбаться, шутить между собой и так далее. Goodbye.